Министерство внутренних дел распространило информацию о том, что в Восточной Абхазии обнаружено несколько майнинг-ферм, в общем, майнинг-аппараты. В частности, речь шла о майнинг-фирме количеством 108 штук. И в конце всей этой информации была на самом деле очень важная часть. В отношении владельцев составлены административные протоколы. Так говорит информация. Но, насколько я знаю, в 2021 году, шестой созыв парламента принял закон, который регулирует, эту часть, и там как раз-таки совершенно не идет речь о административном наказании за такого рода действия. Речь шла об ужесточении в части уголовного наказания. Я хочу, чтобы вы нам рассказали вообще, как это происходило, какое было противостояние. Если, как ты сказала, да, действительно, на тот момент, когда очень остро стоял вопрос майнинга, если ты помнишь, борьба с майнингом, когда объявили борьбу с майнингом, она велась из-за того, что огромное количество потребления энергии приводило к тому, что начались верные отключения. Естественно, вопрос в парламенте стал, что делать с этим. Вопрос стоял и как и в парламенте, так и, естественно, в кабинете министров, и у президента. Президент тогда приходил в парламент, обсуждал, как это, что, к чему должны мы прийти. Мы тогда требовали от Черноморэнерго более жестких методов, но они говорили, что у нас нет законодательной базы. При этом мы указывали, что какая законодательная база нужна для того, чтобы люди подключают трансформаторы, для того, чтобы подключить трансформатор, надо без разрешения Черноморэнерго это было технически невозможно сделать, работники Черноморэнерго подключали трансформаторы напрямую, естественно, к этим трансформаторам подключались дальше уже те, кто занимался майнингом криптовалют. И у нас вот этот спор возник. Когда такой спор возник, к нам пришел законопроект от президента о запрете майнинга. Скажу честно, что мы были против такого законопроекта. Мы говорили, что этот законопроект работать не будет, что если мы хотим соблюдать закон и прекратить лишние затраты электроэнергии, то и остановить тех, кто занимается майнингом, для этого не нужен закон о майнинге. Для этого есть вполне реальные законы, есть незаконное подключение к сетям, есть какое-то положение в Черноморэнерго, естественно, есть закон. Мы задавали вопрос, а что, когда разве воровство не попадало, это в особо крупном размере, майнинг потребляет огромное электричество, это все можно перевести в деньги, это все является государственной собственностью, это просто воровство в особо крупном размере. Все это мы пытались объяснить, но мы друг друга не поняли, скажем так. И когда вот это непонимание происходило, если вы помните, вообще началась травля парламента. Начали, якобы спустили закон в парламент не хочет принимать, в связи с этим парламент за то, чтобы люди майнили, и вот в связи с этим мы не можем бороться. То есть нас делали, если хотели сделать просто козлами отпущения, для якобы во всем, что происходит, это вина парламента. Тогда мы говорим, ладно, давайте мы другой закон примем, не такой, который запрещает подключение к тем или иным сетям, вообще к сетям, что такое подключение? Незаконное подключение к сети – это уже уголовно наказуемое дело. Когда мы незаконно подключали трансформатор, это было уже является незаконным подключением и является уголовным и за это должна была быть уголовная ответственность. То есть мы по такому пути, нет, мы должны прописать майнинг. Мы бы объясняли, что, послушайте, майнинг – это обычный компьютер, от того, что мы его пропишем или не пропишем, ничего не изменится. В итоге законопроект в парламент пришел, в законопроекте, это тот, который сегодня действует, законопроект, единственное, что парламент на тот момент поменял,
в законопроекте было написано, если я не ошибаюсь, свыше потребления свыше 1 мегаватта. Да? Мы говорим, 1 мегаватт — это очень много, и мы остановились на, ну, скажем так, на компромиссе. Мы остановились на том, что давайте сделаем 300 киловатт, свыше 300 киловатт, никаких штрафов, уголовное дело, конфискация оборудования, и срок от 1 до 3 лет. Вот как бы парламент тогда и принял вот такое решение. Почему мы тогда сделали 300 киловатт, да, а не 1 гигаватт? Ну, мы прекрасно понимали, что на тот момент основная часть незаконно установленных трансформаторов, были мегаваттные трансформаторы, кто себе мог такое позволить. Но основная часть это были от 300 и выше киловатт трансформаторы, которые незаконно устанавливались. Потому что ниже, чем 300 киловатт, не имело смысла устанавливать, никто этим не занимался. У нас в лесу стояли, люди ставили в лесу там казармы, какие-то постройки, под ними под навесом, и ставили трансформаторы. Вот мы поэтому и сделали тогда 300 киловатт. Но, как мы видим сегодня, этот закон так и не привел ни к одному уголовному делу. Да? Получается, что у нас по этому закону четко написано: при подключении к сетям, незаконном подключении к сетям свыше 300 киловатт, это не только майнинг, а вообще подключение, то уже уголовное дело. Но у нас нет ни одного уголовного дела с того времени. Поэтому этот процесс и продолжается. Вот на примере, там, ты только что говорила от Парчени, что там нашли большой майнинг-ферм. Вот идут споры, нашли там 110 штук, а может там было 500, а может там было не столько. Я задам один простой вопрос. Майнинг-ферма питается электроэнергией. Скажите, пожалуйста, трансформаторы, которые питают эту майнинг-ферму, они законно установлены или незаконно? Если их установили законно, их могли установить только Черноморэнерго. Тогда у меня вопросы возникают к Черноморэнерго. А их, если не установили, если их незаконно, да, тогда статья для незаконного установления уже есть. Зачем вы считаете, какое количество майнинг-ферм? Если у вас стоит 1 мегаваттник трансформатор, который незаконно подключен, это уголовно наказуемое дело. Вопрос совершенно другой. Мы тут начинаем, как вы знаете, играем в пинг-понг и перекидываем ответственность от одного человека к другому или от одной организации к другой организации. Это мы делаем всегда, когда не хотим принимать каких-либо решений. Вы знаете, я недавно смотрел эфир, в котором мне говорят о том, что вот там прошлая власть там все-таки не запретила ввоз майнинга, да, что была ошибка. Я абсолютно согласен. Конечно, это была большой ошибкой. На 2018 году, когда мы только вообще столкнулись с этой проблемой, я когда говорю, это как 6-й созыв, да, я вообще не знал, что такое криптовалюта, что такое майнинг, да, когда они уже работали в Абхазии. Мы, не все об этом знали. Когда начали интересоваться, кстати, мы и сказали, что надо запрещать. Да, они запретили ввоз. Это была ошибка. Но теперь нынешняя власть запретила и ввоз тоже. Тогда можете мне объяснить, если запрещен ввоз через границу аппаратов для майнинга криптовалюты, тогда все, что нашли недавно или стоят сегодня и работают, это же все новое, это новое оборудование. Это новое оборудование, которому от силы 1,5 года, год. А как она попадает в Абхазию? Вот сделали запрет. Вот запрет через границу запрещен. Тогда это контрабанда. Я правильно понимаю? Но если вы не знаете, как попало это оборудование на территорию Абхазии, тогда это контрабанда. А если это контрабанда, тогда почему у тех, у кого контрабанда обнаружена, тоже не получают срок или к ним не относятся как к контрабандистам? Дело тут в желании. Дело не в том, что нет каких-то законов. Дело в желании. Если у нас нет желания с этим бороться, или бороться только, допустим, с теми, кто не угоден, или бороться, допустим, с криптовалютами только у тех, у кого там 1-2 штуки нашли, делать видимость, а там, где, допустим, 500 или там 100 аппаратов, мы не замечаем. Если и так задача стоит, то любой закон, который мы примем, не будет работать. А для тех, кто хочет действительно получить результат, и закона, и ответственности вполне хватает.
Я хочу, чтобы вы четко понимали. Нет никакого желания бороться с теми или иными нарушениями. Получается простая схема. Схема очень простая. Кому-то это можно, своим дорогим, любимым, можно и ввозить в республику новые майнинги, да, потому что я вижу, что аппараты новые. Да, то есть кому-то это ввозить можно, а кому-то нельзя. Пока эта ситуация будет происходить именно так, никакой борьбы вестись не будет. Она будет перманентной. Вот сейчас будет вспышка, да, и через месяц мы про нее забудем. Мы опять вспомним, когда у нас начнутся отключения. Люди прекрасно знают, проживают и говорят, почему у нас нельзя 2 штуки, чтобы стояло, да, а кому-то можно, чтобы у него 100, 200, 400. И это все прикрывается и закрывается на это глаза. И Черноморэнерго видит все эти нагрузки. Не надо говорить, что Черноморэнерго не видит. Нагрузки эти все видны. Она знает, где, какое потребление было 3 года назад, насколько выросло сегодняшнее потребление. Да, все эти нагрузки видны. Поэтому, когда нет желания бороться, мы и общество, и закон, и все может говорить, что чего-то не хватает, делать вид, что борется, но когда нет желания с этим бороться, никто с этим бороться не будет. Это то, что мы видим на сегодняшний день.